أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. С именем Аллаха и хвала Аллаху. И да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха. Да благословит Аллах и приветствует его семью, жен, сахабов, табиинов и тех, кто последовал за ними. А затем мы возвращаемся к нашим урокам, посвященным шариатским запретам, которые мы назвали «Не приближайтесь». Это наша 34-я встреча на серии этих благословенных уроков. Я прошу Аллаха дать нам пользу посредством всего, что мы скажем и услышим. Воистину, Он властен над этим. Братья и сестры в Аллахе, наша встреча в этот благословенный вечер будет касаться одного из самых страшных преступлений в религии, нравственности, в обществе и экономики. С этим отвратительным преступлением исламский шариат ведет беспощадную и непримиримую войну. В Священном Коране содержится угроза мучительного наказания в дуне и ахирате для тех, кто будет совершать это преступление. Ни одно другое джахилийское дело ислам не стремится уничтожить и отменить так же сильно и абсолютно, как это преступление. Что же это за преступление, как вы думаете? Это преступление века. Наша сегодняшняя передача называется «Преступление века». Что же это за преступление, как вы думаете? Это преступление называется риба, ростовщичество. Ростовщичество, которое ислам считает одним из самых страшных преступлений, основой дурных дел, зла и грехов. Ар-риба, угрюмое, скверное лицо, противостоящее садахе, благочестию и милостыне. Ар-риба, угрюмое, скверное лицо, которое стоит напротив садахи, благочестия и милостыни. Садака — это дар и щедрость, чистота и очищение, взаимопомощь и солидарность. Ростовщичество же — скупость, алчность, жадность, эгоизм, использование других в корыстных целях и себялюбие. Садака — это безвозмездная и добровольная отдача имущества. Добровольная. Ростовщичество же — это использование людских нужд, высасывание людской крови и требование вернуть долг с надбавкой, которая является харамом, полученное из людского мяса и крови, из людского труда и работы в поте лица. Таким образом, не приходится удивляться, что в исламе риба считается одной из самых порицаемых вещей.
страшным грехом и одним из самых ужасных преступлений. Неудивительно, что наш Господь объявил войну ростовщикам. Царь всех царей сказал: «Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляет вам войну. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляет вам войну». Ростовщичество — это преступление века, основа зла и порочности, одно из наиболее порицаемых действий. Что это ростовщичество? Каковы его виды? Что о нем сказал наш Господь? Что о нем сказал наш посланник? Какой вред оно приносит? И как мы можем покаяться от этого греха? Вопросы, нуждающиеся в подробном, обширном ответе. Я прошу Аллаха внушить нам правильность, благоразумие и успех. Воистину, Он может это сделать. Что такое ростовщичество? Ар-риба. В арабском языке слово «риба» означает увеличение или надбавка. В арабском языке «риба» означает увеличение или надбавка. Когда говорят, что какая-то вещь имеет рибу, значит, она увеличилась. Когда человек слишком часто дышит, мы скажем, что этот человек болеет, у него рабу, астма. Риба в языке означает абсолютное увеличение, прибавление, добавление. Здесь можно привести слова Всевышнего Аллаха в суре Аль-Хадж. «Ты видишь безжизненную землю, но стоит нам не спаслать на нее воду, как она приходит в движение, набухает и порождает». Рабат. Всякие прекрасные растения. В длинном хадисе, который Муслим привел в своем сахихе, передача говорит: «Нет, клянусь Аллахом, какой бы кусочек мы ни взяли, из-под него тут же увеличивалась еда». Рабат. Сахабы сидели за едой, с ними ел наш посланник. Он сделал дуа за них о баракате и сказал бисмилля. И после этого, кто бы из них не поднимал кусочек еды, еда под ним, рабат, от слова «риба», увеличивалась. Таким образом, в языке слово «риба» означает увеличение, добавку или прибавление. Когда о каком-то человеке говорят, что он арба, это значит, он занимается рибой, ростовщичеством. В шариате слово «риба» имеет много значений. К ним относится то, что сказал Ибн аль-Араби аль-Малики, Ахкам аль-Кур'ан. Он сказал: «Риба — это любое прибавление, которому не соответствует возмещение». Другие говорили: «Риба — это проценты, которые берет кредитор от того, кто берет займы, за то, что он дает ему отсрочку. О такой-то, смотри, у тебя же есть 1000 гиней. У меня тут такие обстоятельства сложились. Хорошо, когда ты сможешь их отдать?» Он говорит: «В следующий Рамадан, иншаллах». «Хорошо, брат, вот тебе 1000, а вернешь ты мне 1100. Эти 100 лишних гиней — риба. Это тот процент, который взимает кредитор от берущего взаймы в награду за то, что дает ему отсрочку». Каков хукм ростовщичества? Ростовщичество харам во всех данных Аллахом шариатах и законах. Начиная с эпохи Адама и до Мухаммада, мир им обоим, не было ни одного пророка или посланника, который бы не запретил рибу своей умме и своему народу. Все посланники запрещали ростовщичество. На это указывает порицание Аллаха иудеев в Коране, потому что они занимались ростовщичеством, а также за то, что они брали лихву, хотя она была запрещена им. Аллах запретил им лихву, но они продолжали незаконно пожирать имущество людей, занимались ростовщичеством и заслужили проклятие, гнев и недовольство Аллаха. Ростовщичество — это харам для нас в нашем великом шариате. В славном Коране Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и не берите оставшую часть лихвы, если только вы являетесь верующими». Ростовщичество, о рабы Аллаха, прошло 4 этапа запрещения. Аллах запретил ростовщичество 4 этапами, постепенно, так же, как и запрещал вино постепенно, в 4 этапа. Первый этап. В Мекке наш Господь ниспослал пророку в суре Ар-Рум аят, косвенно запрещающий ростовщичество, используя порицание. Всевышний Аллах сказал в суре Ар-Рум:
Дары, которые вы преподносите, чтобы приумножить их за счет чужого богатства, не приумножатся у Аллаха. Приумножен для вас будет закат, который вы раздаете, стремясь к лику Аллаха. Это мекканский аят. Сура Ар-Рум была ниспослана в Мекке. В ней указание на то, что Аллах не любит рибу, и что ростовщичество не приносит награды перед Аллахом. Таким образом, это назидание. Говорится: «О мусульмане, наш Господь не любит ростовщичество». Однако Он не говорит, что запрещает его. Таким образом, каждый умный мусульманин, который ищет довольства Аллаха, должен оставить то, что ненавидит Аллах. После этого был ниспослан второй аят. В суре Ан-Ниса. Это 160 и 161 аяты. В них Аллах косвенно, не прямо запретил ростовщичество, сказав: «За то, что иудеи поступали несправедливо и многих сбивали или часто сбивали людей с пути Аллаха, мы запретили им блага, которые были дозволены им, а также за то, что они брали лихву, хотя она была запрещена им». В этих аятах Господь рассказывает, почему Он разгневался на иудеев. Одна из причин гнева Аллаха — то, что иудеи брали лихву. Среди их имущества было много денег, нажитых на ростовщичестве. И Аллах проклял их. Опять же, до сих пор в Коране не было сказано, что ростовщичество харам для вас, о мусульмане. Это косвенное, а не прямое запрещение, намеком, а не словами. Можно спросить: это история про иудеев, при чем здесь мы? Потом был ниспослан третий аят, в котором Господь запретил некоторые вещи из ростовщичества. Он не запретил все ростовщичество, Он запретил лишь некоторые из того, что относится к ростовщичеству, сказав: «О те, которые уверовали, не пожирайте лихву в многократно умноженном размере». Раньше, когда араб давал взаймы кому-то на определенный срок, он давал в долг под проценты. Когда наступал срок выплаты долга, тот, кто давал, говорил должнику: «Ты отдашь, сколько взял, или мы сделаем надбавку? Ты расплатишься сейчас, или я тебе дам второй шанс под проценты?» Так процент прибавлялся и прибавлялся, и иногда он начинал составлять большую сумму, чем сам долг. Так ростовщические проценты поработили целые народы, не говоря уже об отдельных людях. «О те, которые уверовали, не пожирайте лихву в многократно умноженном размере». Этот мединский аят запретил часть ростовщических операций. Затем пришел четвертый аят, который сильнее всего ударил по ростовщичеству и ростовщикам. Наш Господь сказал в нем: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляет вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо». Что еще наш Всевышний Господь сказал о ростовщичестве? Всевышний Аллах сказал, описывая положение ростовщиков, когда они будут восставать из своих могил: «Послушай, о тот, кто пожирает проценты! Послушай, о тот, кто ест харам! Послушай, в каком положении ты будешь восставать из могилы в ахирате, если только не покаешься? Клянусь Аллахом, это будет несчастное положение. Клянусь великим Аллахом, от этого может разорваться сердце. Я боюсь за тебя». Всевышний Аллах сказал: «Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Тот, кто занимался ростовщичеством, восстанет, как сумасшедший или одержимый, как будто бы у него припадки из-за одержимости шайтаном. Его зрачки крутятся в глазах, как у психбольного. Его лоб истекает потом, его лицо синее от страха.
Изо рта текут слюни. Он встает, спотыкается и падает, встает и падает, встает и снова падает. Вы когда-нибудь видели человека, которого ударил электрический ток? Его ударило током, и он трясется, как сумасшедший. Тот, кто занимался ростовщичеством, восстанет из своей могилы именно таким образом. Те, которые пожирают лихву, восстанут, то есть из своих могил. Восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Хорошо, Господь, почему ты сделаешь с ними так? Потому что они преступники. Они разрешили харам, они ели харам, рассуждали о ложном. Это потому, что они говорили: воистину, торговля подобна лихаимству. Они сделали ростовщичество халялем и сказали, что торговля — это как ростовщичество. Филологи называют это сравнение перевернутым. Когда я говорю «Луна подобна Зейду», а не «Зейд подобен Луне». То есть Зейда они сделали основой, а Луну противопоставляют ему. Они сказали, что торговля подобна ростовщичеству. Они сделали ростовщичество, которое является харамом, основой, и провели аналогию торговли, которая халяль, с ростовщичеством. Это потому, что они говорили: воистину, торговля подобна лихаимству. Торговля — это обмен интересами и выгодами, труд и напряжение. Что касается ростовщичества, то это использование других в своих интересах, высасывание чужой крови, алчность, жадность и поедание труда людей. И наш Господь ответил этим лжецам и клеветникам своими словами. Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихаимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то есть после ниспосылания этих аятов, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями огня, в котором они пребудут вечно. Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования. Это прекрасное сравнение. Люди, которые пожирают ростовщические деньги, зачем они занимаются ростовщичеством? Чтобы у них стало больше денег. Люди, которым жалко дать садаху, чего они боятся? Что у них будет мало денег. И вот Господь говорит: вы понимаете это неправильно. Тот, кто хочет, чтобы его деньги увеличились, пусть дает садаку. Тот же, кто хочет, чтобы его деньги пропали, пусть занимается ростовщичеством. Аллах уничтожает лихву. Смотри, ты можешь получить $1 миллион на ростовщичестве и заболеть раком. Таким образом, ты будешь в убытке. Ты получаешь 10 миллионов процентных долларов, но твоя жена не знамо, что вытворяет за твоей спиной. А дети строптивые и непочтительные, и ты будешь жить в несчастье. Однако самое важное из всего этого — это то, что ты потеряешь свою религию. О раб Аллаха! Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования. Что еще сказал Господь о ростовщичестве? Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете этого, о люди, о те, кто пожирает лихву, о те, кто называет ростовщичество красивыми, привлекательными именами. Но если вы не сделаете этого, если вы не оставите ростовщичество, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляет вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо. Если должник находится в трудном положении, не высасывайте его кровь, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали. Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо. Если вы не покоритесь приказу Аллаха и не оставите ростовщичество, Аллах будет вести с вами войну. Его посланник будет вести с вами войну. Но разве может преуспеть тот, с кем Аллах ведет войну? Он никогда не получит успеха. Сообщите ростовщикам о позоре, который ожидает их в дуне и в ахирате. Если они не покаются, Аллах будет вести с ними войну через голод, через болезни, через власть подонков над ними, через уход бараката, через инфляцию, через уход благополучия, через окончание счастья и спокойствия, через переживания и страх. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну. Фатва, которую задали имаму Малику, да помилует его Аллах. Был один человек. Он возвращался с работы домой ночью и вдруг увидел пьяного человека.
Этот пьяный нес в руке корзину. Он протягивал руку к небу, хватал воздух вот так и опускал руку в корзину. Человек спросил его: «Что ты делаешь?» Он ответил: «Я собираю звезды неба в эту корзину». Пьяный не соображает. Хочет, чтобы мы остались в темноте, без света. Ему кажется, что он собирает звезды с неба и кладет их в корзину. Человек сказал: «Моя жена разведена, если есть грех хуже, чем распитие вина после ширка». Потом он пришел к себе домой и рассказывает жене: «Ох, Ибрагим, сегодня я видел одну пьянь, натуральный клоун. Ну что за идиот? Делает вид, что собирает звезды с неба и кладет их в корзину. И я сказал ему, что ты разведена, если после ширка есть более страшный грех, чем вино». Она ответила: «Тебе харам на меня смотреть, пока ты не спросишь фатву у Малика». Женщина была религиозной, не такая, которой утром муж дает 300 таляков, разводов, после чего спит с ней ночью, и она никого не спрашивает. Утром ей говорят: «Ты разведена», а ночью приходит к ней, как муж к жене, и она говорит: «Да он постоянно со мной разводится». Что это значит постоянно с тобой разводится? Он что, сумасшедший? Как он может постоянно разводиться? Он отправился к Малику и сказал: «Имам, я видел то-то и то-то, и сказал так-то и так-то». Тот ответил: «Приходи ко мне завтра». Шейх был богобоязненным, не торопился с фатвой. На второй день он сказал: «Сын мой, я исследовал книгу Аллаха и не увидел большие преступления после куфра и ширка, чем пожирание ростовщических денег. Твоя жена разведена». Наш Господь сказал насчет ростовщичества: «Знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну». Клянусь Аллахом, Он не запретил вино таким же точно образом. Он не сказал эти же слова прелюбодеям: «О ростовщик, ты более грязен, чем распутник». «О ростовщик, твой грех более отвратителен, чем грех воров». «О ростовщик, твой грех больше, чем грех хозяйки винной лавки. Господь будет вести с тобой войну. И может ли кто-либо вынести войну с Аллахом? О рабы Аллаха!» Всевышний Аллах велит нам проявлять снисходительность. Если должник находится в трудном положении, не надо высасывать его кровь, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Это из сунны. Аль-Бухари привел в своем сахихе хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Был один человек, который давал людям в долг. Он говорил своему слуге: если ты придешь к тому, чье положение тяжелое, прости его долг. Может быть, Аллах простит и нас». И он встретился с Аллахом, и тот простил его. Аллах! Один человек, должник, он должен отдать тебе долг в конце месяца. У него болеет жена. Дети учатся в школах, наступают праздники, начался Рамадан. Со всех сторон его сдавили. Ты будешь пить его кровь? Увеличишь ему его долг? Как тебе не стыдно, брат? Прости ему. Дай ему другой шанс. Посмотри на того человека, который встретился с Аллахом со своим благим делом. Он говорил своему работнику: «Иди собери деньги от должников. У двоих в этом месяце проблемы. Прости их. Дай им другой шанс. Может быть, Аллах простит нам». Представьте себе, Аллах простил его и ввел в рай. Наш Господь также сказал о ростовщичестве в суре Аль-Имран: «О тех, которые уверовали, не пожирайте ли их в многократно умноженном размере, и бойтесь Аллаха, быть может, вы преуспеете. Бойтесь огня, который уготован неверующим. Повинуйтесь Аллаху и посланнику, быть может, вы будете помилованы». Аллах также сказал в суре Ан-Ниса: «За то, что иудеи поступали несправедливо и многих сбивали или часто сбивали людей с пути Аллаха, мы запретили им блага, которые были дозволены им, а также за то, что они брали лихву, хотя она была запрещена им, и незаконно пожирали имущество людей. Для неверующих из них мы приготовили мучительные страдания». Что сказал наш пророк, мир ему благословение Аллаха, о ростовщичестве? Аль-Бухари и Муслим привели в двух сахихах хадис от Абу Хурейры, да будет Аллах доволен им и всеми сахабами пророка, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Избегайте совершения 7 губительных грехов», то есть убивающих грехов. Эти грехи отправят тебя прямиком в ад, если только Господь не простит тех, кто их совершал, за исключением того, кто умер на ширке, или того, кто умер на колдовстве. Избегайте 7 губительных грехов: поклонение другим наряду с Аллахом, колдовства, убийство человека, которого Аллах запретил убивать не иначе, как по праву, проедание того, что получено в результате ростовщичества, проедание имущества сироты,
отступление в день наступления и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, даже и не помышляющих о подобном. Ростовщичество – это убийственный, губительный грех. Муслим привел в своем сахихе ужасающий хадис от Джабира бин Абдуллы, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллах, сказал: «Аллах проклял тех, кто пожирает лихву, выплачивает лихву, записывает договор о выплате лихвы и присутствует при этом в качестве свидетеля». Он также сказал: «Все они суть одно». Тот, кто ест ростовщичество, и тот, кто с него наживается, тот, кто является свидетелем при ростовщических сделках, тот, кто записывает что-то ростовщическое, ручающийся за ростовщическую сделку, все они являются ростовщиками. Пророк проклял их. А знаете ли вы, что такое проклятие? Это изгнание из милости Аллаха. То есть пророк Мухаммад, на дуа которого будет отвечено, сказал: «О Господь, не помилуй ростовщиков». Таково значение этого хадиса. Ахмад и ат-Табарани привели хадис от Абдуллы бин Ханзали, которого омыли ангелы. Да будет доволен Аллах ими обоими и всеми остальными сахабами, в котором он сказал, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: ростовщический дирхам, который съест человек, зная о нем, хуже, чем 36 прелюбодеек. О Аллах! Один гений, полученный из ростовщических сделок, имеет больше грех, чем 36 прелюбодеек. Значит, сколько будет греха за 100 геней? Сколько за 1000? За 10 тысяч или за миллион? Я говорю тебе, что ростовщичество более проклято, чем прелюбодеяние, более проклято, чем питье вина, более проклято, чем воровство. Ростовщический дирхам, который съест человек, зная о нем, хуже перед Аллахом, чем 36 прелюбодеек. Послушай же еще более страшный хадис. Аль-Хаким привел Аль-Мустадраке, Ат-Табарани, Аль-Аусати. Аль-Хаким сказал, что это достоверный хадис, и с ним согласился Ад-Дахаби, да помилует их всех Аллах. От Абдуллы бин Мас'уда, да будет доволен Аллах им и всеми остальными сахабами, приводится, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: у лихаимства есть 73 формы. Самая легкая из них, то есть наименее греховная, подобно прелюбодеянию человека с собственной матерью. Самый маленький грех, относящийся к ростовщичеству, подобен тому, как если бы кто-то совокупился со своей матерью. Самая легкая из них подобна прелюбодеянию человека с собственной матерью. А самым тяжким лихаимством является покушение на честь мусульманина. Тот, кто покусился на честь мусульманина, более проклят, чем тот, кто совершает грех ростовщичества. Для мусульман является запретом жизнь, имущество и честь друг друга. Мы уже узнали, как ростовщики будут воскрешаться из своих могил в ахирате. У них будут припадки, как у сумасшедших. А как они будут выглядеть, когда их будут истязать в могилах? Послушай. Аль-Бухари и Муслим привели в двух сахихах от Самура бин Джундуба, да будет доволен им Аллах, в длинном хадисе о видении пророка. Пророк увидел долгое продолжительное видение. В нем он видел различные виды обитателей огня и наказания, которым они будут подвергаться в барзахе. Пророк, мир ему благословение Аллах, сказал: «Ночью ко мне пришли двое и сказали: пойдем». И я пошел с ними, видел то-то и то-то. И он рассказывал, пока он не дошел до слов: «И я подошел к красной, как кровь реке». И я подошел к красной, как кровь реке. Он увидел, как кто-то купается в реке крови. И я видел человека, который плыл в этой реке. Можешь ли ты себе представить? Река крови. Крови. И в ней кто-то плавает. Плывет, плывет, плывет. Когда же он достигает берега, то видит перед собой ожидающего его ангела, у которого есть много камней. Плывущий открывает свой рот, и ангел кидает в его рот камень из огня. Он кричит, уплывает, плывет и плывет в поисках спасения, переплывает на другой берег и видит ангела, который кидает в него другой камень. Пророк спросил: что это, о Джибриль? Что это, о Микаиль? Они ответили: это ростовщик. Он был богатым в этой дуне. Представь, сколько крови он выпил. И вот теперь он плавает в реке крови, так как он пожирал имущество людей безо всякого права на это. Сейчас он ест то, что превращается у него в животе в огонь. Серьезно.
Он будет есть огонь в барзахе. Да убережет нас от этого Аллах. Что еще пророк говорил о ростовщичестве? Ат-Табарани привел достоверный хадис, и Аль-Мунзири упомянул его от Таргибе. Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: перед судным днем появится ростовщичество, прелюбодеяние и вино. 3 эти вещи уже появились. Где ростовщичество? Мировой экономический порядок сейчас строится на ростовщичестве. Вино называют спиртными напитками. Прелюбодеяние называют разными именами. Брак аль-мут'a, гражданский брак. Все это неправильные браки. Перед судным днем появится ростовщичество, прелюбодеяние и вино. Да убережет нас от этого Аллах. Абу Я'ля передал хадис с хорошим иснадом. Его привел Аль-Хаким и назвал его достоверным. И с ним согласился Ад-Захаби. От Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: среди каких бы людей не появилось ростовщичество и прелюбодеяние, этим самым они сделают дозволенным для себя наказание Аллаха. Я удивляюсь человеку, чей живот заполнен продуктами ростовщичества. Он болеет и говорит: Господи, исцели меня. Как Он будет тебя исцелять? Когда ты ел ростовщичество, ты сделал дозволенным для себя наказание Аллаха. То, что у тебя сейчас, это наказание, это кара. Ты слышал хадис? Среди каких бы людей не появилось ростовщичество и прелюбодеяние, этим самым они сделают дозволенным для себя наказание Аллаха. Этим самым они разрешили себе наказание Аллаха. О Господь, не взыщись нас за то, что сделали неразумные люди из нашего числа. По Твоей милости, о милостивый, о милосердный. Имам Муслим привел в своем сахихе хадис от Убада бин Самита, да будет доволен им Аллах, который сказал, что слышал, как посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, велел обменивать золото на золото, серебро на серебро, пшеницу на пшеницу, ячмень на ячмень, финики на финики, соль на соль, и все подобные друг другу товары в равном количестве из рук в руки. Он сказал: если же ваши товары различаются, то обменивайте их как вам угодно, но только из рук в руки. Этот вид ростовщичества называют риба аль-фадль, ростовщичество остатков надбавок. Хадисов много. О ростовщик! О сын Адама! Возьми из удела то, что тебе достаточно, из жизни то, что ясно. Все это кончится, как светильник, который гаснет. Ты собираешь все харамное. Ты слышишь фатвы от сотен больших ученых, фатвы из больших научных академий, которые запрещают ростовщичество и взимание процентов. Но все равно продолжаешь этим заниматься? О сын Адама! Возьми из удела то, что тебе достаточно, из жизни то, что ясно. Все это кончится, как светильник, который гаснет. О человек! Даже если бы ты завладел всей землей, и подчинились бы тебе люди, то что будет потом? Разве твой исход не недра могилы? И земля не покроет тебя? Ты кончишь в могиле, в темной яме. Твое имущество не зайдет с тобой в могилу. Его унаследуют твои наследники и присоединятся к твоему проклятию. Побойся Аллаха, о раб Аллаха. В чем вред ростовщичества? Религиозный вред. Ростовщичество призывает на ростовщика проклятие Аллаха, гнев Аллаха, наказание в могиле, позор в ахирате и ад, а также войну с Аллахом. Таков вред риба в религии. Нравственный вред. Ростовщик – это безнравственный человек. Ростовщичество порождает в сердце ростовщика самолюбование и эгоизм. Он знает только себя. Он думает только о своих интересах. Он не знает, что такое добро, что такое альтруизм, великодушие, щедрость, нужды других людей и братство в Аллахе. Ты можешь видеть, что ростовщик подобен дикому зверю. Это Дракула, вампир. Его единственная забота — накопить деньги, завладеть тем, что у людей, и использовать людские потребности в своих целях. Ты увидишь, что ростовщик — человек алчный, жадный и трусливый. Таков нравственный вред. Ростовщичество также приносит и общественный вред. Ростовщичество порождает в обществе ненависть. Ненависть и злобу, зависть. Оно разрывает человечность и гуманизм.
Оно стирает с людских сердец понятие благодетелей, сеет ненависть. Более того, сколько семей порушилось, сколько произошло разводов, сколько детей лишилось крова, сколько имущества, собранного в поте лица, пропало, сколько свободных людей было заточено в тюрьмы по причине ростовщичества. Человек не нашел, чем заплатить ростовщику. Его сажают в тюрьму, его дети оказываются на улице, жена потеряна, семья распалась. Разве это не социальный вред? Кроме того, ростовщичество стало причиной огромного вреда в экономической сфере. Оно разделяет общество на два слоя. Один слой изнеженный, живущий в роскоши, который живет за счет труда других и использует других людей. И второй слой, который живет в бедности и нужде, в лишениях и несчастье. И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Сколько народов было порабощено из-за ростовщичества? Международные ростовщические денежные операции являются одними из главных средств современной колонизации. Международный валютный фонд, Международный фонд злосчастья. Богатая страна дает долг бедной стране без процентов, но взамен на определенные уступки. Это тоже считается ростовщичеством. Это современная колонизация. Это колонизация нового вида. И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. У ростовщичества есть виды. Каковы же виды ростовщичества? Ученые делят ростовщичество по-разному. Согласно основной классификации, ростовщичество делится на две части. Рибан насиа и рибаль фадль. Рибан насиа – это кредит, и этот вид известен. Кто-то дает тебе в долг 1000 и говорит, чтобы ты вернул 1100, 1010, 1000 и копейку. Это добавка, процент, и это называется рибан насиа. Рибан насиа – это добавка, которую делают условием при одалживании человеку денег за определенный срок. Этот вид ростовщичества запрещен в Коране и в Сунне по единогласному мнению уммы аль-Иджма. Его также называют рибаль куруд. Проценты займа, суды или явное ростовщичество. Этот вид ростовщичества пророк поместил под свои ноги во время прощального хаджа, когда сказал: «Ростовщичество джахилии лежит под моей ногой». К сожалению, мировая система экономики в наше время строится исключительно на ростовщичестве. Основная работа банков – предоставление кредитов, прощение кредита, и при этом они взимают проценты. Это основная работа. Она стоит и опирается на ростовщичестве. Это все рибан насиа. Второй вид – это рибаль фадль, при котором торговцы обмениваются одинаковыми товарами разного качества с надбавкой. Это харам, согласно благородной пророческой сунне и по единогласному мнению ученых уммы аль-Иджма. Он является путем к рибан насиа. Далиль на это хадис, приведенный имамом аль-Бухари в своем сахихе от Абу Саида, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: обменивайте золото на золото, серебро на серебро, пшеницу на пшеницу, финики на финики, ячмень на ячмень, соль на соль, подобное на подобное из рук в руки. Если же кто-то добавил или попросил добавить, то ростовщиками стали и тот, кто дал, и кто взял, и они равны. Это рибаль фадль. Этот хадис говорит о запретности риба в случае обмена товарами 6 категорий: золотом, серебром, пшеницей, ячменем, финиками и солью. Ростовщичество входит сюда с разных сторон. Вещь одного вида продается за вещь того же вида. Золото за золото, серебро за серебро, соль за соль, финики за финики с надбавкой. Это часто бывает среди женщин. Одна носит 2 браслета весом в 50 грамм. Идет к ювелиру и говорит: мне, пожалуйста, как вот эти 2 браслета, брат. Какие? Вот эти. Мне нравится здесь рисунок. Хорошо. Сколько грамм? 50 грамм. Ладно, а мои браслеты сколько весят? 50. Тогда возьми мое и дай то. Он говорит: да, но дай еще 300 гиней за красивую работу. Это риба. Она называется рибаль фадль. Хорошо, в чем же решение? Решение, женщина, в том, чтобы ты продала свое золото, взяла деньги в свои руки, а потом уже покупала. Нельзя менять одинаковые вещи, при этом доплачивая. Это становится рибой. Это золото старое, а это новое.
Мы не смотрим на качество. Если мы берем вещи одного и того же вида и продаем одно за другой с доплатой, это становится рибой. Сюда же входят люди, покупающие старинные деньги. У тебя есть 10 гиней времен царя Минеса. Деньги времен короля Фарука. Он говорит: «О Аллах, это же 10 старинных гиней, продай их мне за 500 гиней». Это риба. Ты покупаешь деньги за деньги одинаковые. Это египетский гиней, и то тоже египетский гиней. Это риба. Если же валюта разная, реал за гиней, доллар за йену, ничего в этом страшного нет. Я же говорю о том, что имеет одинаковую суть. Это тоже риба, в которую часто впадают люди. Также женщины, которые покупают золото с рассрочкой. Рассрочка при продаже золота – это риба. Риба аль-фадль. Надо покупать так, как сказал пророк. Рука в руки, бери и давай деньги. Дай золото, возьми деньги. Я скажу тебе кое-что удивительное. Например, ты идешь покупать золото у какого-нибудь ювелира. Дай мне золото на 300 гиней. Хорошо. Сколько стоит? Столько-то и столько-то. Хорошо, договорились. Я беру золото с собой и иду к себе домой. И он меня знает и доверяет за деньгами. Это риба. Так делать нельзя. Обязательно нужно, чтобы покупка происходила из рук в руки. Возьми и дай. Это называется риба аль-фадль. К примерам риба аль-фадль также относится случай, когда вид товара отличается друг от друга. Я покупаю золото за серебро, финики за ячмень. Это халяль. Где же будет риба? Если один товар будет присутствовать, а другой отсутствовать. Я покупаю у тебя 10 килограмм фиников, а за них дам тебе 20 килограмм ячменя завтра. Это риба. Обязательно нужно расплачиваться из рук в руки. Если ты продаешь отсутствующий товар из этих 6 видов, то, несмотря на то, что продаешь и покупаешь не одно и то же, ты также впадаешь в риба аль-фадль. Так как пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал в хадисе, переданном Аль-Бухари и Муслимом, продавать золото за серебро – риба, кроме как так и так. Муфассиры сказали, что это значит из рук в руки. Возьми и дай, здесь и сейчас. Также пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал, не продавайте из них то, что отсутствует, за то, что имеется в наличии. Обязательно нужно передать из рук в руки, как я сказал. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Третье. К примерам риба аль-фадль относится случай, когда вещи одного вида продают за одну и ту же цену, но один из товаров отсутствует. Это также риба. У меня килограмм фиников. В Рамадан финики иногда продают под разными именами танцовщиц и актрис. Это очень удивительная вещь. Тебе говорят, эти финики марки танцовщицы Сани и Ганзир, например. Кило за 50 гиней. Я взял килограмм этой Сани и Ганзир, а пока шел домой, подумал, вот я глупец, купил килограмм фиников за 50 гиней. Что это? Я же мог бы купить килограмм фиников за 2 гинея. За эти деньги можно было купить 25 килограмм фиников. Я иду к другому человеку и говорю, это финики за 50 гиней. Продай мне на них 25 килограмм фиников по 2 гинея килограмм. Можно ли так делать? Можно. Если покупка и продажа осуществляется из рук в руки. Но килограмм фиников за 25 килограмм фиников нельзя. Да простит меня Аллах. Это риба аль-фадль. Я даю килограмм и беру килограмм. Но этот же килограмм за 50 гиней, а этот за 2. Дело не в качестве или качественности. Это сколько весит? Килограмм? А это сколько весит? Килограмм. Это килограмм, и то килограмм. Хорошо, в чем же решение? Продай. Возьми в руки 50 гиней, а потом уже покупай, что хочешь. Когда же ты продаешь что-то за что-то подобное такого же вида, за ту же цену, но что-то из этого отсутствует, это кило, и то тоже кило. Когда ты говоришь, возьми это, и завтра я принесу тебе, что ты хочешь, а другая вещь имеется в наличии, то это тоже риба, так как пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал, пшеница за пшеницу, риба. Кроме как все оно присутствует. Правило в фикхе, чтобы вы передохнули, гласит, если идет торговля двумя видами из 6 этих видов, золото, серебро, пшеница, ячмень, финики и соль, то запрещено что-либо прибавлять. Также запрещена отсрочка. Если же виды разные, прибавлять можно, но отсрочка также запрещена. Например, я покупаю 10 килограмм ячменя за 5 килограмм фиников. Ничего, хорошо. Я покупаю 100 грамм золота за 20 грамм золота. Ладно. Если вид товара одинаковый, запрещены добавки и отсрочки. Если виды разные, добавки разрешены, но отсрочки также остаются запрещенными. Обязательно надо осуществлять торговлю из рук в руки. Как сказал посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.
К современным видам риба относятся проекты, в которые вступают некоторые люди. Я делаю проект и хочу от тебя 50 тысяч гиней. От меня тебе будет ежемесячно идти 200 гиней. Стабильно. Это настоящее ростовщичество. А что нам делать? Он должен войти с тобой в долю. Я вхожу к тебе со своей долей в 50 тысяч гиней. Тебе половина и мне половина. При прибылях и убытках. В этом месяце человек получил 1000 гиней. Сколько должно быть мне? 500. Потом он получил 2000 гиней. Сколько мне? 1000. Потом он потерял 1000 гиней. Сколько мне убытка? 500 гиней. Это ислам. Это спекуляция. Давать 200 или 300 гиней ежемесячно нельзя. Это риба. В конце года ты можешь посчитать все доходы и убытки и взять причитающуюся тебе часть. Это спекуляция. К видам риба относятся долги и кредиты под проценты между людьми. Брат, дай мне столько-то, а потом я отдам тебе столько же и еще столько. Это ростовщичество. Процент суд из займов, которые получают люди из различных учреждений. Я выдаю дочь замуж, и мне нужно с суда 5000 гиней. Хорошо, мы дадим тебе 5000 гиней, а потом вычтем из твоей зарплаты. Причем вычтем 5200. Хорошо, а зачем еще 200? Да это так, просто бумажные дела. Издержки, так сказать. Ладно, я хочу 10 тысяч. Хорошо, тогда мы вычтем у тебя 10 600. Но почему 600? Вы же говорили 200. Да за бумажку, издержки финансовых операций. Эта бумага имеет одну и ту же цену. Это тоже относится к видам ростовщичества. Даже если процент составляет 1 фальс, это риба. Также к видам ростовщичества относится обновление векселей за более высокую, чем изначально цену из-за отсрочки выплаты. Это риба. У меня есть вексель. Я хочу заплатить его, но денег нет. Хорошо, я дам тебе шанс еще 2 месяца, но ты заплатишь не 500, а 550 гиней. Это самый проклятый вид ростовщичества. Это джахилийская риба. Сюда же относится отдача долга с доплатой. Также страховка на случай любой болезни. Потому что правило гласит, любой заем, привлекающий пользу тому, кто дает, риба. Инвестиционные сертификаты, страховка машины и жизни – все это недозволено, если только оно не принудительно. Я знаю, что вопросов о ростовщичестве много. Каждый, кто слышал эти слова и захотел задать вопрос о своем положении, и это обязательно, не прикрываясь сберегательной книжкой, не оправдываясь тем, что у него нет времени, он должен выяснить о своем положении. И я направляю каждого, кто хочет задать вопрос, к встрече на передаче доктора Али Ас-Салюса, да удлинит Аллах его жизнь, которая называется Аль-Фатава. Он дает ответы на экономические вопросы. Я прошу Аллаха благословить его и всех наших ученых и шейхов. Воистину, он является покровителем этого. Я завершаю свои слова, прошу прощения у Аллаха для себя и для вас. Извиняюсь за то, что не принимал вопросы, чтобы продолжать тему и не прерывать линию мыслей. О Аллах, даруй нам пользу от того, чему Ты нас научил. О Аллах, надели нас полезными знаниями и благими делами. Пречистый, о Аллах, и хвала Тебе. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя. Я прошу у Тебя прощения и каюсь Тебе. Я прошу прощения у Аллаха для себя и для вас. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.